Если меня все хорошо слышно, то тогда начинаем. В прошлый раз мы рассматривали 5 онлайн-инструментов для визуализации, с помощью которых вы могли делать контент и публиковать у себя на сайте. Сегодня же вебинар будет практическим, то есть мы все вместе будем одновременно делать одну из инфографик, чтобы в процессе этого, если у вас возникают какие-либо вопросы, то вы могли тут же задать, и мы вместе это решили. И в дальнейшем, после того, как мы все вместе сделаем инфографику, мы это опубликуем на ваши сайты. Хочу заранее сказать, что предупредить, что сайт в основном у нас у всех, я так предполагаю, что будет на платформе WordPress. Но если это не так, и если же наши сайты будут немного различаться, то по названиям функций, я думаю, мы справимся, мы найдем схожие и сможем опубликовать. Тем более, если вы часто взаимодействуете со своими сайтами, то знаете, где что находится и как что можно опубликовать. Так, давайте приступим. Сейчас я запускаю демонстрацию экрана. Так, а куда же подевался мой экран? Вот он, я нашла. Все, совместное использование. Видно, да, мой экран? Я открыла Google и навела там Flourish Studio. Отлично, видно. Итак, для начала мы попробуем разобраться с анимационной графикой, инфографикой анимированной через программу, приложение Flourish Studio называется. Для этого вам нужно через свой ноутбук зайти в браузер и навести Flourish Studio. После того, как вы заходите на сайт. Давайте я вот так сделаю и скопирую и отправлю вам в чат. Так, как мне сейчас зайти? В чат я вот я отправила, если вам будет удобно, то вы можете скопировать в чате и зайти на этот сайт. Называется он Flourish Studio. Итак, те, кто уже пробовал после прошлого вебинара самостоятельно делать инфографики и картинки, то уже, наверное, вы, скорее всего, зарегистрировались. Если же есть люди, которые еще не пробовали и не регистрировались, то необходимо зарегистрироваться на этом сайте. А то я испугалась, что случилось. Так, это мне говорится или кому-то другому? Венера? Сейчас тебе перезвоню. Да, я пока выключу ваш звук. Можно ссылку на сайт скинуть в группу, извините. В группу скинуть. Сейчас я попытаюсь в группу скинуть. Мадин, давай я скину, если хочешь, если тебе сложно. Спасибо большое. Сейчас вам в группу скинуть ссылку на сайт, и вы сможете перейти и зарегистрироваться. Регистрироваться, в принципе, очень легко. Давайте я тоже кратко расскажу об этом, как регистрироваться. Кстати, если у вас на английском отображается, то ничего страшного. Если вы что-то не понимаете, то в Google автоматический перевод можно сделать вот тут сверху. Вы можете нажать и выбрать русский язык. Это через Google Translate. Так намного легче, если какие-то слова на английском непонятны. Пока я в группу скинула. Все, отлично. Те, кому нужно было, вы можете перейти через группу, через ссылку в группе. Как же зарегистрироваться на этом сайте? Вам нужно нажать на регистрацию, это самое последнее слово, вот это вот на английском sign. Но так как я уже зарегистрирована, то он мне выдает такую, скажем, давайте я пока выйду, чтобы вам показать, да, свои странички. И если кто регистрируется в первый раз, то у вас появится вот такое окошко. Здесь быстрее всего, знаете, как легче будет зарегистрироваться через Google, то есть через почту вашу в Google. Это самая первая вот эта вот блок, кнопочка. Вы можете на него нажать.
Также, если непонятно на русский перевести, то тут будет написано «Зарегистрируйтесь в Google». После того, как вы нажмете на него, то есть вам не нужно будет долго заполнять вот эти предыдущие поля снизу. Достаточно просто нажать на Google, на значок Google здесь, и появится, через какую почту вам нужно зарегистрироваться. Вы, конечно, выбираете свою почту, и она автоматически регистрируется на вашу почту. То есть это определенно занимает меньше времени для регистрации. Так как я уже зарегистрирована, то я зайду на свой старый аккаунт, и мы приступаем к созданию инфографики. Я надеюсь, я не быстро объясняю. Если быстро, скажите, пожалуйста, включайте микрофон, не стесняйтесь. Я постараюсь поподробнее и помедленнее объяснять. Итак, надеюсь, все уже зарегистрировались и зашли на свою страничку Flourish Studio. Если нет, то догоняйте, я постараюсь чуть помедленнее рассказывать, чтобы вы успели за нами. После того, как вы зайдете, уже зарегистрируетесь и зайдете на свою страничку, здесь пока у вас будет пусто, но тут у меня отображаются мои уже проделанные работы, сохраненные. Чтобы начать новую сессию, нам нужно сверху выбрать вот этот голубой значок, кнопку «Новая визуализация». Нажимаем на нее, синенькая она, и открывается перед нами множество вариантов инфографик и других анимационных инфографик. Вы можете выбрать на любой вкус и цвет, как говорится. Но мы спускаемся вниз. Вот у нас открылась новая страничка. Мы крутим вниз и ищем слово «право». То есть блок. Он называется Bar Chart Rate. Я надеюсь, все нашли. Он немного посередине сайта, да. Bar Chart Rate называется. Выбираем, вы можете выбрать любой абсолютно, но рекомендую выбирать первый значок или просто нажать на само слово Bar Chart Rate. Давайте нажмем. И перед нами появляется уже анимированная инфографика. Она просто показывает пример того, что вы можете создать в этом разделе. Как вы видите, инфографика сама движется. Здесь показывается год. Видите, можно по цветам поделить, и название вписать, числа. И если хотите, то, чтобы красивее было, вставить флаги. Если вы, конечно, будете рассказывать в своей инфографике о странах каких-либо. А затем мы нажимаем снова на «Создать визуализацию». Тоже оно выделено синеньким голубеньким цветом. Нажимаем. И открывается уже страничка, на которой мы будем работать. Она пока загружается. Да, вот она загрузилась. Здесь вы увидите все необходимые инструменты, настройки. Особенно они располагаются с правой стороны. После того, как мы уже зашли на саму страничку настройки, то мы заходим в раздел «Дата». Это вот находится сверху. Оно очень маленькое, конечно, но ее можно не заметить, но надо подняться выше. И вот посередине находится раздел «Дата». Стоит на нее нажать. Нажимаете, и вы попадаете на другую страничку, в которой нужно... Не успеваю, говорит. Хорошо, я буду помедленнее. Давайте заново, да? Вот вы нажали на «Создать новую визуализацию» и попали на такую страничку. Здесь показан пример. И много функций настроек с правой стороны. Далее мы заходим в раздел «Дата». Оно сверху находится. Это позволяет нам переключиться на другую страничку. Нажимаем на раздел «Дата» и сразу попадаем на другую страничку. Здесь, как вы видите, уже все вставленные числа, информация нужная, страны нужные. Нам нужно удалить всю эту нам ненужную информацию. Что нам нужно сделать? Вы просто нажимаете абсолютно на любую ячейку. Вот, допустим, я нажала на Анголу. Сейчас, секунду, я выключу звук. Если никто пока вопрос не будет задавать, чтобы не отвлекаться.
Итак, выбираете любую ячейку, нажимаете на нее, и необходимо на клавиатуре нажать Ctrl-A, английская буква A, буква А, то есть Ctrl-A. Когда нажимаете на Ctrl-A, выделяются абсолютно все ячейки, вся информация, которая здесь находится, и мы, нажимая на кнопку Delete, можем удалить все это. Я вот нажала, и все удаляется. Все, ненужное нам все удалилось. Мы теперь будем вставлять сюда свою информацию, свои числа, свои даты. Еще раз повторяю, чтобы удалить вот эту всю уже загруженную, как пример, информацию, мы просто нажимаем на любую ячейку, нажимаем на клавиатуре ноутбука, компьютера, сочетание клавиш Ctrl-A, это А, буква А на английском, Ctrl-A нажали, абсолютно все выделяется, как было прежде показано, голубеньким фоном, и затем вы также на клавиатуре нажимаете кнопку Delete, то есть удалиться, и это автоматически все удаляется, и остается нам чистое пространство, куда мы можем вставить уже нашу информацию. Я надеюсь, я уже говорила, что нужно будет подготовить, и вы уже, наверное, подготовили свою табличку с информацией, с числами, с датами. Я это взяла уже, буду использовать прошлогоднюю таблицу, точнее не прошлогоднюю, а которую мы использовали на прошлом вебинаре. Сейчас я переключаюсь. Вам видно, что я переключилась на табличку Excel. Здесь написано естественный прирост населения. Видно? Да. Вот, отлично. Именно Видно. отсюда. Так, давайте я сейчас. Вот так сделаю. Видно, да, всем теперь? Всем, наверное, видно, потому что я заново запустила демонстрацию экрана и выбрала именно табличку Excel. То есть вы должны, наверное, у вас и так есть табличка с какой-то информацией, которую можно было бы, конечно, и так опубликовать, но цифры в основном никому не интересны. То есть, скорее всего, если мы просто так опубликуем табличку Excel с информацией какой-либо, то не обратят на это внимание. Нам нужно сделать так, чтобы это привлекло внимание, и люди заинтересовались нашей статьей или проблемой, о которой мы собираемся рассказать. Поэтому вот в такую табличку Excel вы можете преобразовать в анимированную инфографику. Если у кого-то нет своей таблички в работе, да, или можно это найти на сайте Ставкома. Там очень много тематикам таблиц. То есть, если там у кого-то транспортное дело, там есть, наверное, по-моему, и табличка по транспортным. Извините, а табличка на Word пойдет? Да, я думаю, да, но она должна быть, как бы сказать, разделена, то есть строго по столбцам и по строчкам. Но я, если честно признаюсь, не пользовалась табличкой вордовской, чтобы ее загружать на анимированную инфографику. Пока я только работала с Excel-ской таблицей. Вы можете попробовать через вордовскую таблицу, посмотрим, получится или нет. Если нет, то этот вордовский документ вам придется переделывать в Excel-ский. Но я рассчитываю на то, что и через Word можно заполнить эту анимированную инфографику. Матина, Да. можно, во-первых, уважаемые участники, пожалуйста, выключайте свои микрофоны, потому что идут помехи. И второй вопрос, тут Анастасия написала, как очистить табличку, не могли бы повторить? Ага, хорошо, отлично. Так, давайте я сейчас снова остановлю демонстрацию и откроем нашу табличку. Ой, то есть инфографику. Сейчас, секунду. Вот я нашла свою вкладку. Как удалить всю информацию, которая уже была как пример вставлена здесь в нашу, так сказать, таблицу. Тоже похожая на Excel табличка.
Для этого надо просто в любом месте, в любой ячейке нажать, чтобы она выделилась, как здесь. И на самой клавиатуре ноутбука или компьютера нажать сочетание клавиш. То есть вы зажимаете Ctrl и английскую букву A. Когда зажимаете, вот сейчас она выделяется, она голубеньким таким фоном. Выделяется она полностью. То есть все ячейки выделяются для того, чтобы вы могли с ними работать. И когда вы нажали сочетание клавиш Ctrl-A на английском, все выделилось, вы нажимаете также на клавиатуре, находите кнопочку, на которой написано Delete, то есть удалить на английском, и снова нажимаете на эту кнопочку Delete. Когда вы нажимаете, то вся информация, которую вы выделили, она исчезает, то есть она удаляется. Это очень легко сделать, потому что вы не будете вот так ручную выделять все ненужное и удалять. Легче сразу просто нажать на любую ячейку и зажать сочетание клавиш на клавиатуре Ctrl-A на английском. И когда все абсолютно выделится, вы можете нажать просто одну кнопочку Delete, и она вся исчезнет, ненужная информация, которую мы все выделили. Вот таким образом мы можем удалить ненужную информацию. Очень удобно. Теперь мы наполняем нашу эту табличку своей нужной информацией. Как я уже прежде сказала, мы это выбираем, вытаскиваем с таблички Excel. Первый столбец мы заполняем наименование показателей. У меня это области нашей страны и некоторые города. Я также захожу, давайте я сейчас снова, чтобы всем было видно, покажу табличку Excel. Вот она моя табличка, то есть я выбираю наименование показателей, которые мне нужны. Это вот это вот. Начиная с Кыргызской республики до города Ош. Вот так я курсором мыши выделяю. Также копирую его. Копирую тоже я через клавиатуру ноутбука. То есть также зажимаю две клавиши Ctrl и букву C на английском, S, наша буква S, и когда я ее нажимаю, то она автоматически, вот это, то, что я выделила, она скопирует. После того, как я вот так выделила и через клавиатуру скопировала это все, мне необходимое, я снова перехожу на свою табличку, чистенькую, и также выбираю первую ячейку, под буквой A, вот сюда, я на чистую ячейку просто также через сочетание клавиш на клавиатуре вставляю, то есть это как обычно Ctrl-V, на английском буква V, Ctrl, и все, она вставилась. То есть не нужно будет по отдельности каждое слово, каждую ячейку заполнять. Достаточно просто через табличку Excel выделить необходимую область, скопировать, перейти на нашу страничку, и ставите, и она автоматически заполняется в таком виде, в котором она была в табличке Excel, то есть по порядку. После того, как мы заполнили все необходимые нам ячейки в столбце A, мы переходим в столбец B. Столбец B, он сейчас предназначен больше для, так сказать, для обозначения. Сейчас я вам покажу. Для вот этого обозначения. Ой, то есть для вот этого. Видите, здесь у меня здесь цифры написаны. Это наша прошлая инфографика, которую я не закончила. Если мы хотим, чтобы здесь были не числа, а также было написано, что, допустим, синий цвет обозначает Кыргызскую республику, оранжевенький цвет обозначает Ошскую область, мы должны вот тут вместо цифр прописать. А за это у нас отвечает как раз-таки табличка B. Вот этот столбец отвечает за это. То есть мы должны вот эту же табличку, столбец A, переместить и скопировать также в столбец B, чтобы оно отображалось сверху. То есть я тоже вставляю нашу предыдущую табличку. У нас будут вначале одинаковые таблички. Все это нужно для того, чтобы было видно. Дальше мы будем заполнять уже вот тут, выделенным фиолетовым под столбцами, наш год. То есть это 2011 будет здесь, 2012 и так далее. Я снова захожу в свою табличку, копирую год,
подряд с 2011 по 2019. Мне кажется, не всем видно, да, мою табличку. Давайте я снова перейду. Хочу, чтобы всем было видно, как я буду пошагово все это делать. Перейдем с вами в мою табличку в Excel. Извините, можно вопрос? Получается, мы табличку A еще раз на B вставляем, копируем, да? Я правильно поняла? Правильно вы поняли, абсолютно верно. Это для чего делается? Для того, чтобы там еще раз там страны, чтобы обозначились, да? Да, чтобы страны обозначились. Сверху, чтобы цвет, то есть людям было понятно, какой цвет отвечает за, за какую область. Но Спасибо. это, конечно, можно убрать. Я потом вам покажу, нужно ли это, может, кому-то не нужно, но если будут какие-то другие инфографики, возможно, там это пригодится. А если в вашей именно инфографике обозначение цвета, какой цвет какой области принадлежит, то если вам это не нужно, то мы можем это с легкостью удалить. Итак, нам нужно теперь заполнить вот такую табличку с годами. То есть у меня здесь 2011 по 2019. Тоже мы заходим в нашу табличку Excel и просто подряд их выделяем своей мышкой, курсором. После того, как выделили с 2011 по 2019, я снова нажимаю сочетание клавиш Ctrl-C, то есть буква S на русском, наша буква S. И вот она уже показывается в табличке, что она вот таким пунктиром выделилась, то есть я уже ее скопировала. Следовательно, после того, как мы ее скопировали, мы обратно идем в нашу табличку, то есть на наш сайт. Вот он наш сайт. И вот тут буква C, со столбца буквы C, мы должны заполнить это. Мы также просто нажимаем и вставляем это. Ctrl-V на английском. Видите? Автоматически оно заполнилось. Нам не нужно вот так отдельно нажимать и вводить какие-то там год или цифры, да? Мы можем просто это в два счета сделать. Я хотела просто облегчить вам задачу, поэтому я показываю, что можно просто скопировать таблички и сюда же вставить. Вам не нужно будет каждую ячейку самостоятельно вот так заполнять, прописывать каждую цифру. Поэтому мы вот таким легким образом просто автоматически вставили, и оно автоматически также и заполняет. Что ж, остается последний пункт, это заполнить вот тут все цифры, которые у нас в инфографике были. Я снова захожу на свою табличку в Excel и копирую также сочетанием клавиш на клавиатуре Ctrl-C. После того, как скопировала, снова захожу к себе на сайт этот и также нажимаем сначала ячейку напротив Кыргызской республики и 2011 год. Выделила ее и также вставляем Ctrl-V на английском. И вот она также автоматически вставилась. То есть мы не можем не тратить время и не заполнять это вручную. Так намного легче и быстрее. За счета можно это сделать. После того, как у нас все заполнено, абсолютно все цифры, все года, смотрим направо. Вот тут у нас есть обозначение. То есть, если это перевести через Google Translate на русский, то тут нам покажется, что какой столбец отвечает за что. Здесь обратите внимание на вот этот столбец. То есть, когда вы нажимаете на него, там снизу выходит, что какое количество столбцов будет отображаться в вашей инфографике. Тут написано, что будет отображаться со столбца D до самого последнего. А мы смотрим, что у нас только заполнены столбцы C 2011 года до столбца K. Вот он, только вот этот квадрат. Нам не нужно так много пространства, чтобы оно отображалось. Поэтому мы меняем букву первую D на букву C на английском. И последнее, чтобы она отображала только столбец K. Вот он на английском K. И поэтому он будет отображать только вот это пространство, вот эти цифры, вот эти данные. Мы все это исправили, и оно автоматически сохраняется. После того, как мы завершили работу по заполнению нашей таблицы и по заполнению вот этих настроек, мы переходим на превью, то есть показ. Это рядом с кнопкой «Дата». Когда мы нажимаем на него, вы видите, что уже автоматически показываются
вся информация, которую мы заполнили в этой табличке. Она вся здесь уже отображена. Вам не надо ничего делать, она вся уже готова. Единственное, надо немного что-то подправить. Допустим, у меня здесь не все слова видны, видите? Она обрывается. Или же вы хотите поменять что-то. Допустим, цвет чего-то или что-то по-другому расположить, поменять и так далее. Что нам нужно для этого? Нам поможет то, что функции, которые расположены справа. Вот они, все большие функции. То есть, видите, здесь очень много функций. Если покопаться в них, то очень много полезного для себя найдете, и вы можете все здесь абсолютно поменять. Сначала я расскажу, как нам же все-таки вот эту часть исправить. Тут только видно только слова область, город-мешкет и так далее, но не видно, какая именно эта область. Нам нельзя это так оставлять, потому что когда мы уже закончим и скачаем, то она также и сохранится. Поэтому мы здесь выбираем, сейчас я вам скажу, заходим в раздел, который называется Labels. Если вы перевели, так, где она? Labels, вот она, третья по счету. Если вы это перевели на Google Translate, то она будет называться этикетки. Давайте пока на английском поработаем. Labels – это третья по счету. Когда вы нажимаете на него, то вот такое окошечко выпускается. Здесь нам нужно заполнить ячейку, которая называется Space, то есть пространство. Поэтому здесь, так как здесь стоит 5, то мы должны это увеличить, чтобы все наши слова вместились. Давайте поставим 12. 12 передвинется это. После того, как я нажала здесь «Исправила» и нажала 12, я нажимаю Enter, и вот. Абсолютно все слова наши влезли. Теперь мы можем различить, что какая здесь область находится, Ошка или Беловатская. Все абсолютно слова влезли, и можно их прочитать. Вот таким образом мы можем передвинуть вот это поле с названиями наших областей. Так, надеюсь, все успевают, и надеюсь, они очень быстро. Что можно еще сделать? Мы можем закрыть ненужный пока наш лейбл и переходим в, наверное, хронология и анимация. Или давайте счетчик времени и сумматоры — это time counter. У нас здесь должен быть, да, вот он. Time counter и totalization. Здесь мы можем поменять цвет, поменять название. Видите, что здесь, обратите внимание, здесь 2018 год, и снизу написано total. Но наша вся инфографика, она же ведь на русском языке. Зачем нам на английском, чтобы здесь прописывалось total? То есть и того. Мы можем это поменять в разделе label. Видите, здесь уже прописано слово. Мы можем поменять на любое слово, которое нам нужно. Давайте мы пропишем, чтобы здесь было не total, а и того. И того. Вот. Итог. Поменялся английское слово на наше русское. И того. То есть мы можем так показать, что мы можем менять ненужные английские какие-то слова на наши, чтобы нашим читателям было понятно. Также, допустим, мне лично не нравится, что 2018 год, он какой-то слишком блеклый, да? Я хочу, чтобы он, допустим, был немного насыщеннее. Вообще хочу поменять цвет. Для этого тоже в этом разделе тут есть два цвета. Первый цвет отвечает за 2018 год, то есть за год в целом. Второй цвет отвечает за вот этот и того. Давайте поменяем 2018 на темный, на черный, допустим, цвет. Я просто выбираю появившийся, после того, как я нажала на цвет color, появляется вот такая палитра. Вы можете выбрать абсолютно любой цвет, красный, черный. Чаще всего я рекомендую выбирать цвет под вашего организации, то есть эмблема. У вас должна быть какая-то герб или эмблема, поэтому, допустим, у меня она зеленого цвета. Я передвигаю шкалу здесь, которая такая радужная шкала. Нужный мне цвет — это зеленый. И уже затем вот этот кругляшочек двигаю и выбираю необходимый мне цвет. У нас цвет более немного темно-зеленый. Выбираю и нажимаю Enter. И вот уже наш год окрасился в нужный нам цвет.
Также мы можем и слово «итого» выбрать. Также снизу нажимаем на квадратик с цветом color, и опять появляется палитра, и опять я там передвигаю вот этот радужный значочек в нужный мне цвет радуги, зеленый, и так, и перемещаю его в темно-зеленый. Да, в темно-зеленый будет смотреться хорошо. Нажимаю Enter. И снова все поменялось в нужный мне цвет. Цвет, который будет, наверное, немного больше заметен, чем обычный серый. И под цвет нашей эмблемы, под цвет нашего логотипа. Дальше, смотрите, уже здесь можно поменять также вот эту шкалу. Шкала, по моему мнению, тоже не слишком заметная. То есть она такого бледно-серого цвета, что некоторые могут и не различить, какой год, с какого года по какой год идет. Для этого нам нужно зайти в... Так, где же у меня это было? Сейчас, секунду. Нижний колонтитул, то есть это самая последняя ячейка. Давайте пока это закроем. Вот она, футер называется. Или если вы через Google Translate перевели сайт на русский, то он будет называться нижний колонтитул. Нажимаем на эту последнюю ячейку футер. Выпадает окошечко, в котором мы можем менять. Так, мне кажется, я не туда, сейчас, секунду. Здесь очень много функций, можно легко запутаться, поэтому, мне кажется, я потеряла, как это можно было менять. Давайте пока это пропустим, я потом, надеюсь, вспомню, как это меняется. Немного почему-то вспомнить. Очень много функций я тут тестировала и запуталась, грубо говоря. Смотрите, когда мы запускаем нашу инфографику, она сейчас заново начнется. Вот. Мне кажется, что, допустим, она очень двигается медленно, или для кого-то это может показаться слишком быстро двигается. Как поменять само время того, как движется наша шкала с одного года до последнего года? Для этого нам нужно зайти в хронология и анимация. Или на английском это будет называться Timeline Animation. Вот он, посерединке. Нажимаем. Снова выходит окошечко, выпадает. И здесь мы уже переходим в самый последний раздел. Timing. Здесь Animation. И здесь в разделе Timeline мы выбираем не 30, как здесь показано, а, допустим, я хочу, чтобы оно было намного медленнее. Допустим, для меня это будет 30, это будет слишком быстро, и я не успеваю следить за результатом. Хочу, чтобы было намного медленнее, значит, я выбираю число больше. Допустим, ставим 50. Снова Enter. И когда мы запускаем снова нашу анимированную инфографику, оно движется уже намного медленнее. Возможно, это для кого-то будет удобно, чтобы успеть проследить за всеми изменениями. Но если кому-то наоборот кажется, что это очень медленное движение, что незачем следить так тщательно, то можно также снова вернуться сюда и вместо цифры 50 поставить намного меньше. Допустим, 20 пусть будет. Снова Enter и проверяем. Время меняется. Видите, шкала двигается уже намного быстрее. И также здесь иконки, они движутся намного быстрее и перемещаются. Видите, а у меня вообще цифры не двигаются. Цифры это какие вот тут или которые расположены рядом с областями? У меня вообще на экране никакая цифра не двигается вот рядом с областями. Да, а вы вот нажимаете кнопочку play вот тут, которая здесь снизу есть, Да, чтобы да, запустить? да, тут едет туда-сюда, но там не двигается. Наверное, тогда при заполнении, сейчас вот, при заполнении самой таблички, может быть, что-то не так заполнено. Посмотрите, мы заполняем табличку A, это наше название, табличку B, чтобы она также отсвечивалась. И начиная с таблички C до таблички K я вставила свои данные. Также числа все заполненные и год.
Еще обратите внимание, что здесь, когда происходит визуализация, нужно заполнить вторую вот тут справа ячейку. Видите, я уже рассказывала до этого, что нужно выбрать те ячейки, которые будут отображаться на вашей инфографике. У нас это идет табличка с столбца C до столбца K. То есть нам не надо, чтобы инфографика отображала и таблицу L, M и так далее, потому что у нас нет никакой информации. Здесь абсолютно пусто. Поэтому вот тут справа, видите, я обозначила, что пусть показывается визуализация со столбца C до столбца K. Вы также заполнили, да? Так, кто будет со мной на связи? Я просто не вижу. Да, у меня немного другая. Вас плохо слышно. Повторите, пожалуйста. Начал двигаться. Начал двигаться, да? У меня немного, да, двигается, но, блин, я неправильно, наверное, заполнила. У меня вот итог двигаются вот эти, а рядом, и они тоже появились. Спасибо. Все заработало, да? Нашла я, спасибо. Да, Отлично. работает. Хорошо. Вот, практика, я думаю, Ага. как раз-таки нужна для того, чтобы вместе разобраться. Когда ты в одиночку все это сталкиваешься с чем-то неизвестным, очень сложно разобраться, тем более, если это на английском. Я, допустим, плохо владею английским, и мне постоянно приходится пользоваться переводчиком, и сложно, можно легко запутаться и не понять, куда что заполнять. Я думаю, как раз практика поможет нам всем вместе заполнять и разобраться, и сразу отвечать на какие-то проблемы или вопросы, которые у вас возникают. Итак, мы снова переходим на нашу страничку показа, превью. Я рассказывала о том, что можно поменять скорость движения по шкале. То есть, если у кому-то нравится побыстрее, кому-то нравится помедленнее, чтобы успели зрители посмотреть, изучить всю приводящуюся информацию. Можно вообще поставить, наверное, тут 10 размер, да? Посмотрим, как оно быстро. Да, оно намного быстрее двигается. Шкала прям заканчивается уже быстро на середине. Это для тех, кому нужно просто показать динамику, как все быстро менялось. Если у вас информация, табличка с информацией не с 2011 по 2019 год, а, допустим, намного больше, там, с 2000 по 2020 год, а это целых 20 лет, то, наверное, будет уместнее, чтобы шкала двигалась намного быстрее для динамики, и чтобы показать, как все в течение этих 20 лет что-то менялось, что-то кого-то опережало и так далее. Тогда, конечно, вы можете здесь поменять цифру с 10 на еще больше, или наоборот, сделать меньше или больше, как вы посчитаете нужным. Оставим это пока на 20. Дальше мы можем закрыть пока эту нашу... Вот, да, кажется, я нашла. Тут же в этой ячейке Timeline и Animation можно поменять цвет шкалы. Надеюсь, я правильно здесь перевожу. Попробуем поменять цвет шкалы, как обычно мы до этого делали, на темно-зеленый. Да, если кто-то заметил, давайте, допустим, я покажу на примере красного, чтобы было больше заметно. Сделаем красный. И, да, видите, шкала, она поменяла свой цвет. Красный даже немного больше видно, потому что серый, он может затеряться. Серый такой бледный, что кто-то может не разобрать год, который здесь будет написан. Можете поменять вот в разделе Timeline и Animation, нажать на квадратик с цветом, и выходит, как обычно, палитра, где вы можете выбрать наиболее лучший цвет, который вы думаете подходит для этого. Черный можно сделать, чтобы было яснее видно. Черный тоже нормально смотрится, лучше смотрится даже. Итак, после того, как мы уже поменяли скорость нашей шкалы, поменяли цвет шкалы, чтобы шкала была намного виднее, поменяли продолжительность видео, что мы можем заполнить? Остается заполнить, вот, кстати, насчет таблички столбца B, которую мы также повторили за столбцом B.
Сейчас я включу звук, чтобы вам было слышно меня. Да, отлично. Я говорю о том, что для чего мы заполняли одинаковую с таблицей A столбец B. Для того, чтобы здесь отображалось, какой цвет отвечает за какую область. Так как у нас здесь уже есть вот это все прописано, можно и, конечно, это убрать. Но есть у вас, допустим, информация, которую обязательно нужно обозначить, какой цвет обозначается здесь, какой областью. Тогда вы можете это оставить. Я думаю, здесь сейчас в нашей инфографике не хватает надписи, что это за информация, какую информацию мы здесь предоставляем. Конечно, в материале, после того, как вы скачаете нашу инфографику, вы можете подписать, но я думаю, лучше будет подписать, что это за информация у нас здесь находится, здесь же, прямо в инфографике. Что для этого нужно сделать? Пока мы закрываем Timeline и Animation и переходим в заголовок. Это второй снизу, header называется. Заголовок на английском, ой, на русском будет. Здесь вы видите написанный заголовок. Здесь мы можем прописать, что, допустим, эта наша информация отображает. Лично у меня здесь информация по естественному приросту населения. Хочу его также подписать. Давайте подпишем сейчас. Естественный прирост населения. И так как я уже в этой ячейке написала все, что мне нужно, я нажимаю Enter, и оно сверху, вот тут сверху, показывает подпись наша. Это намного будет удобнее и лаконично смотреться, чем если вы после того, как скачаете инфографику, будете где-то снизу подписывать или сверху подписывать. Это намного лучше смотрится. И смотрите, снизу, если пойти, вы можете под заголовок написать. Допустим, естественный прирост населения с 2011 по 2019 год. Пусть это будет мой заголовок. И вот она тоже появляется здесь автоматически. После того, как вы вписали это здесь в ячейку, вот она гармонично здесь смотрится. Если кому-то не нужен подзаголовок, то, конечно, он может это выделить, стереть и удалить. Тогда он исчезнет. Дальше вы можете даже вставить сюда свой какой-то мини-текст. Или, если у кого-то большой, то, конечно, большой, но я думаю, что вместе с инфографикой какой-то минимальный текст будет смотреться красиво. То есть вы можете тоже здесь заполнить своим текстом или каким-то объяснением. И когда вы уже впишете, то он здесь появится. То есть классно, что здесь можно вписать свой заголовок инфографики, свой подзаголовок инфографики, а также текст к этой инфографике. Сразу, чтобы оно сохранилось вместе с нашей инфографикой. После того, как вы заполнили то есть заголовок, я думаю, что стоит указать, откуда мы взяли данную инфографику, откуда мы взяли эти числа. Для этого, пока закроем раздел заголовок, закрыли, переходим в раздел нижний колонн-титул на русском, или, если у вас на русском, футер называется. Это последний, снизу, да, последний будет раздел, футер называется. Когда мы нажимаем на него, снова выплывает окошечко. И здесь мы можем уже вставить источник, откуда мы брали эту информацию, чтобы сделать эту инфографику. И можем вставить не только название источника, но и адрес его в интернете. Допустим, здесь я пишу, что эту информацию я взяла с сайта, сейчас я вам открою, math.com. Вот он, math.com. Здесь мы можем скопировать его адрес. Мы также выделяем, копируем. Заходим снова на наш... Сейчас, секунду. Зависло у меня что-то. Заходим на наш уже готовый. И здесь мы можем в источнике указать его адрес электронный. А здесь уже прописать название.
Национальный статистический комитет. Все, мы это вставили. И он автоматически, если вы заметите, появляется снизу в разделе «Источник». И даже можно нажать на него, и он автоматически перебросит нас на сайт Национального статистического комитета. Это очень удобно, если когда мы хотим, чтобы наша информация, которую мы предоставляем, была, как сказать, чистая. То есть мы не крадем это ниоткуда-то, а указываем источник, откуда мы это взяли. И это все заполняется в разделе в последнем футер, или на русском языке нижний колонтитул. Ну что ж, я думаю, что я вроде бы все показала, как все это заполнять. Вы знаете теперь, как менять цвета, как менять скорость самой инфографики, как его подписывать, заголовок, подзаголовок и указывать источник этой информации. Теперь нам нужно с этого сайта скачать эту инфографику анимированную и вставить в наш материал уже на нашем собственном сайте. И вот, после того, как мы... Извините, можно вопрос? Да. А вот название вот, Кыргызская республика и цифры я каким-то образом уменьшила. Вот не могу теперь найти, где это можно будет увеличить. То есть вы имеете в виду вот этот раздел, да? Да, 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 да. Так, сейчас я скажу, где это было. Да, это заходите в раздел Labels, вот он справа третий по счету, Bars, Bar Colors и Labels. Затем вы вот тут в первой же ячейке меняете размер. Тут можно по шкале подвинуть на 1,2 или уменьшить на 1 сделать. Попробуйте передвинуть цифры от 1 там, до 2 и посмотреть, увеличится или уменьшится ваше название. Я вот уменьшаю или увеличиваю, они меняются. Если я поставлю если 5, то цифры и название Кыргызской республики и области, оно меняется, становится больше. Или поставлю там 0. Ой, 0, когда ставишь, оказывается, исчезает. Поставим 1, и вот удобный, в принципе, читаемый размер. У вас получилось поменять размер? Нет, не получилось. Вот смотрите, в разделе Labels, или на русском языке, сразу первая ячейка. Вы можете вручную ввести, или когда вы подносите курсор, появляется вверх-вниз, и нажимаете, и увеличивается все автоматически. Или уменьшается. 0,8, 0,7, это уже слишком мало, можно оставить на единички. Попробуйте вот так переместить с 1 до 0 или наоборот до 5, и тогда у вас увеличится все. Получилось так сделать, и чтобы поменялся размер шрифта? У меня там сейв показывает, но вообще не меняется. Блин. Я думаю, может, это связано как-то с интернетом, потому что у нас все делается через интернет, потому что другого объяснения нету. Я думаю, что если у меня меняется... Хорошо, я изменю. Да, попробуйте потом потренироваться, но если это не исправится, то попробуем эту проблему решить вместе. Странно очень. В принципе, у меня, вы видите, он автоматически меняется, уменьшается и увеличивается. Оставим пока на единичке. Итак, мы выходим с раздела Labels и будем смотреть, как же сохранить нашу инфографику. Для этого, уже когда мы все заполнили, подстроили под себя, изменили под себя, все подписали, мы идем наверх. Здесь есть экспорт. Черненький квадратик с облачком, со стрелкой. Мы нажимаем на него и нажимаем на публикацию. То есть, почему публикация? Чтобы это получается плата такая за то, что мы воспользовались услугами этого сайта, но мы не хотим платить, но хотим мы скачать данную инфографику.
Для этого она нам предлагает опубликовать это в интернете. То есть у них на сайте, у вас на страничке собственной будет это отображаться открыто. То есть любой человек может посмотреть эту инфографику, которую вы сделали. Поэтому мы нажимаем на эту публикацию, то есть publish, и оно говорится, принимается, что оно будет, эта данная визуализация публиковаться на вашей страничке, которые вы открыли на Flourish Studio. Вы говорите «да» и нажимаете publish, то есть публикация. Я вот нажала, здесь квадратик окрашивается в другой цвет, и выходит код, который нам так необходим. То есть она у вас уже опубликовалась на вашей страничке здесь, во Flourish Studio автоматически, то есть она сохранилась, и выходит код вот этой ячейки, видите, да? Когда мы нажимаем на него, то оно выделяется голубеньким, мы его должны скопировать, это нам нужно. Ctrl-Copy, Ctrl-C. Я скопировала его, и мы идем, чтобы этот код вставить на наш сайт, на наш материал. Мы идем к себе на сайт. Сейчас вам нужно будет открыть свой сайт, то есть заранее уже вы взяли доступ, или у вас он, конечно, изначально был. Давайте я зайду на свой сайт и покажу, как это делается. Я захожу к себе в Институт Медиаполиса. Захожу не только на сайт, а мне нужно зайти в админку своего сайта, то есть там, где мы создаем наши публикации, наши материалы, меняем это все, публикуем, заходим в админку нашего сайта, Института Медиаполиса. Вы заходите в свою админку, в вашего сайта. У нас сайт на платформе WordPress. Я думаю, что у всех госорганов, у большинства, тоже, наверное, скорее всего, сайт ваш находится на платформе WordPress. То есть это говорит о том, что наши сейчас функции будут схожими, и вы можете понять, куда что нажимать и куда что вставлять. И если же ваш сайт находится на другой платформе, то я думаю, что это ничего страшного, потому что везде в сайтах и в админках все функции в основном, они похожи. То есть мы сможем разобраться, куда что вставить. Итак, я зашла к себе в админку, на сайт к себе в админку и хочу публиковать новую новость, новый материал, на котором я ставлю свою инфографику. Для этого я захожу в раздел записи и выбираю «Добавить новую запись». Это говорит о том, что я буду создавать новый материал, который опубликую у себя на сайте. Итак, нажимаем «Записи», выбираем «Добавить новую запись». Я думаю, те, кто постоянно обновляет свой сайт, уже этого привыкли делать и сразу быстро найдут в админке, куда что нажимать. Итак, открывается новая страничка. Здесь «Добавить запись», отдельная ячейка для заголовка, отдельная ячейка для текста самого. Именно в ячейку для текста, для нашего материала будем вставлять нашу анимированную инфографику. Ну, заголовок вы пока можете любой написать, я, допустим, пока напишу инфографику. Итак, после того, как мы зашли и собираемся публиковать, вставлять нашу инфографику в наш материал, конечно, у вас здесь будет свой материал, который о чем-то рассказывает, о какой-то проблеме и так далее. Давайте мы что-нибудь напишем, что, допустим, естественный прирост, что это такое вообще. Я заранее подготовленный текст ставлю, о том, чтобы хоть какая-то информация была для начала. Да? Ну, конечно же, у вас уже будет готовый материал, который уже будет здесь полностью вставлен, и нам просто остается здесь вставить нашу анимированную инфографику. Стоит обратить внимание изначально на то, что кроме каких-то здесь функций, настроек есть раздел, который называется «Визуально» и «Текст». Визуально отвечает за то, что мы видим здесь, за то, что мы здесь пишем и вставляем. А текст, раздел «Текст», он отвечает больше за такие, знаете, программистские штучки. Мы же с вами не программисты, мы в этом меньше разбираемся, поэтому нам нужно просто туда зайти один раз для того, чтобы вставить нашу инфографику. Именно тот код,
который мы скопировали на сайте Flourish Studio. Итак, мы нажимаем на раздел «Текст». Пожалуйста, коллеги, скажите, вы нашли у вас в админке добавить новую запись, и нашли ли вы именно вот это вот двойное значение визуально и текст, когда вы заполняете ваш материал новый будущий? Да, нашли. Да. Да, отлично, классно. Я боялась, что вдруг у кого-то это может не отображаться. Но знаете, извините, вот у нас вот в статкоме, в StatKG у нас нету изображения. Мы можем только внутри, допустим, где добавить текст, только туда добавлять фотографии, а так у нас только текст. Странно. Тогда как быть? Но если у вас изначально только текст, то я думаю, что это намного сложнее будет заполнять, потому что когда вы что-то заполняете визуально, то вы здесь просто прописываете все, что вам нужно, вставляете текст материала. Но если у вас только текст, то это вам нужно знать какие-то навыки, так скажем, начального программирования, чтобы знать, как заполнять все это. Если вы здесь, вот видите, здесь написано что-то на, так скажем, программистском, я этого лично не понимаю, но этот набор символов обозначается пробел. Если вы просто здесь в разделе «Текст» нажимаете пробел и пишете, то оно не сработает, потому что текст отвечает именно за такие программистские штуки, насколько я знаю. То есть я тоже не слишком такие умелые программисты, так скажем. Так, здесь насчет вашего вопроса, что в статкоме, мне кажется, вам нужно будет посоветоваться с вашим программистом или тем человеком, который вам создавал ваш сайт, и уже у него спросить, почему у вас только отображается текст. Потому что нам нужно, чтобы отображалось и визуально, и текст, чтобы вставить нашу инфографику. Но давайте попробуем пока вставить, вы попробуйте вставить в разделе только текст. Посмотрим, сработает ли это. Вдруг сработает. Вдруг у вас два в одном, так скажем. Так, я пока читаю, что в чате написали. До перехода на наш сайт повторите начать через Save и скачать. Повторяю, так, чтобы скачать код, мы заходим к себе, так, секунду, куда это попало? Да, мы заходим к себе уже в ту инфографику, которую мы уже закончили, абсолютно все заполнили, все поменяли, построили под себя, и скорость, и цвета, и так далее. Мы нажимаем на экспорт. То есть экспортировать эту инфографику. Оно здесь сверху выделяется зеленым цветом, написано на английском экспорт, рядом находится значок облачка со стрелочкой и публикация. Нажимаем на этот квадратик зелененького цвета, экспорт и публикация. Так как я уже здесь выбрала публикацию, то у вас отобразится кнопочка публикация, на которую вы должны нажать, и появится соглашение, на которое вы тоже нажимаете, и окрашивается в зеленый цвет, и выставляется код, который нам так нужен. То есть он автоматически, эта инфографика, сохранилась у вас на страничке в личной здесь на Flourish Studio, и выдается вот такой код. Код специально выдается для того, чтобы мы смогли вставить это на наш сайт. То есть если перевести это на русский, то так, здесь так и будет написано, что код вставить на свой сайт. Вот вы видите, вставить на свой сайт. С помощью этого кода мы можем вставить эту инфографику на наш сайт. Вот почему он так нам нужен. И вот, когда вы уже нажали экспорт и публикация, все приняли, оно автоматически опубликовано у вас здесь на сайте, на Flourish Studio, появляется этот код. Вы просто нажимаете на эту ячейку, она выделяется таким голубеньким цветом. Это обозначает, что нам нужно ее скопировать. Ctrl-Copy на клавиатуре нажимаете. И вот мы скопировали наш этот код. Переходим к себе в админку, на сайт к себе. Вот я уже переходила сюда. Заходите в свою админку, выбираете запись. В разделе записи можно выбрать добавить новую, потому что это же у нас будет новый материал. Или же выбрать другую старую запись, и туда уже можно дополнить
и вставить инфографику. Но мы, конечно, выберем добавить новую запись. Вот она, добавить новую запись. Когда нажимаете, открывается наша страничка, в которой мы будем наш будущий материал заполнять. Здесь заголовок, как обычно. Здесь должен быть обязательно, конечно, текст. И вот, допустим, после того, как вы вставили свой материал, текстовую часть, нам нужно вставить визуальную часть. То есть здесь после нашего текста должна быть наша инфографика. Вот та большая инфографика, движущаяся, анимизированная. Для этого мы уже заранее вот тот код скопировали. Мы заходим вот тут, в раздел «Текст». Раздел «Текст» больше предназначен для программистов, но мы должны туда зайти, чтобы вставить этот код. Заходим в раздел «Текст», и вот он здесь. Ничего вы можете не нажимать, скорее всего, лучше ничего не нажимать, просто вы видите, что здесь мигает ваш курсор. Мы просто через клавиатуру нашего ноутбука нажимаем, то есть вставляем, нажимаем сочетание клавиш Ctrl-V на английском, чтобы вставить, Ctrl вставить. И вот оно вставилось. Вот этот код, самый длиннющий такой, который мы скопировали на Flourish Studio, нашей инфографики, мы вставили сюда, в этот раздел «Текст». Вот мы все вставили, ничего больше здесь не трогаем, здесь нам ничего не надо. И снова переходим в визуальную часть. Когда мы переходим в визуальную часть, здесь появляется такая вот маленькая иконочка. Ничего не надо волноваться, это просто показ о том, что мы вставили нашу инфографику. И вот вы дальше продолжаете свой текст, свой материал, дополняете и так далее, но я это пока не буду делать. Просто покажу вам, что можно вставить инфографику, дополнить абсолютно свой материал, полностью дополнить, закончить и опубликовать. Просто нажимаем «Опубликовать» и смотрим результат. Действительно ли наша анимированная инфографика появится в нашем материале, в новом материале. Вот она у меня пока сайт админка загружается. Все это загружается. Сейчас все загрузится, и мы сможем посмотреть на наш новый материал вместе с визуализацией. Итак, заходим на «Посмотреть запись». Нажимаем. Появляется мой сайт, наша инфографика, как вы видите, высвечивается. Она абсолютно нормально работает, в нормальных размерах, со всеми источниками и заголовками. Вы видите, шкала двигается, все работает, все меняется, и год меняется, и так далее, и расположение. Все абсолютно работает. То есть вот таким образом, с легкостью, я думаю, с легкостью, можно вставить анимированную инфографику через админку нашего сайта к нам в материал. Можете, конечно, останавливать и просматривать. Видите, что она абсолютно нормально смотрится, в принципе, я думаю. Абсолютно нормально работает. Можем проследить, как все это меняется. И абсолютно, я думаю, нормальных размеров, как нам и нужно. Скажите, пожалуйста, после того, как вы сейчас вставили код в нашу админку и попробовали опубликовать этот данный материал, получилось ли у вас так, что после того, как вы опубликовали, все это, как у меня, как сейчас я здесь показываю, загрузилось? Скажите, у вас тоже получилось загрузить, чтобы она, инфографика, автоматически заработала? У меня только ссылка выходит public.flourish.studio. Так, я думаю, что мы некорректно тогда вставили код, который мы скопировали. Код, который вы скопировали, нужно было вставить в раздел «Текст». У вас получилось это вставить в раздел «Текст» в админке? Но У меня почему-то плохо вас слышно. я в раздел текст ставила. Да, в раздел «Текст» нужно вставить. Получилось? Я в раздел «Текст» ставила. Я вставила, да, получилось. Ага. И оно должно было заработать после того, как вы ее опубликовали. Вы ее опубликовали и открываете, но она не отображается, я так понимаю, да? Вот я сейчас обновляю. Хочу посмотреть.
Нет, не получается. Так, почему? Мне ссылка выходит просто. Public Flourish. А когда вы копировали с самого сайта Flourish, вы правильно его корректно скопировали? То есть именно нужное скопировали? Или, может, вы скопировали только часть кода? То есть иногда люди так выделяют только половину кода и копируют только половину. Хотя тут, в принципе, здесь Я автоматически... полностью Ctrl-A написала. Потом затем Ctrl-C, то есть копировать сделали, да? Еще. Давайте. Дальше. Других что-то задержу. Угу. То есть давайте я еще раз повторю. Вот наш сайт Flourish Studio. Мы здесь все подготовили, и когда уже нажали на экспорт и публикация, он нам выдает код. Как я тут заметила, нельзя выделить только половину, потому что он, оказывается, автоматически выделяется полностью код. Это, кстати, очень удобно, потому что я часто сталкивалась с тем, что сама выделяла только часть кода, и поэтому у меня часто не получалось. Но тут, видите, она автоматически весь код выделяет, чтобы мы не пропустили ничего. И вот, когда вы нажимаете на ячейку с кодом, выделяется он голубеньким цветом. Достаточно нажать две просто кнопки. Зажать Ctrl и затем букву C на английском, S на нашем русском. И она автоматически скопируется. Ну или просто через мышь нажимаем на правую кнопочку и выбираем копировать. Просто скопировали, зашли к себе в админку на наш будущий материал. Заходим в раздел не визуально, а текст. Здесь вы видите, уже я давно его вставила. И так, да, мы заходим в раздел текст, никуда ничего не нажимаем, и просто через сочетание клавиш на клавиатуре вставляем Ctrl-V. Я вот вставила снова. Или тут, наверное, тоже, да. Через мышку тоже можно абсолютно легко вставить. Нажимаете на правую кнопку мыши, вставить, и тут все у вас должно заработать. Автоматически вставится полностью весь код. Пока мы это удалим, уже у нас одна инфографика есть. И вот так, когда вы вставили инфографику, мы, конечно, нажимаем публикацию, то есть, в данном случае обновить. Она у вас автоматически публикуется. И мы можем посмотреть наш будущий материал через просмотр. Сейчас. Пока у меня загружается, коллеги, скажите, у вас получилось опубликовать на вашем сайте эту анимированную инфографику? Она движется, она у вас работает или нет? Вы можете включать микрофон, и если вы на работе, то пишите в чат, если вам неудобно разговаривать. Я хочу узнать, получилось ли у всех вставить инфографику. И работает ли она, движется ли она, как у меня сейчас на сайте. Коллеги, меня слышно? К сожалению, у меня не получилось, это сайт Нацстаткома. Я думаю, мне надо с программистами посоветоваться по поводу того, у нас же нету изображения. Но я считаю, в целом очень классная информация, потому что даже я, работая в Нацстаткоме, я не знаю такие вот эти инструменты, и всегда хотела, очень классно, мне так понравилось. Да, Спасибо слушайте, вам. Асель, если вы с Нацстатком, это же вообще круто. Получается, что кому-то неинтересно, допустим. Ну да, я знаю, что в основном информация с Нацстаткома, она нужна в виде таблички Excel, но, допустим, если хотите заинтересовать людей по-другому, то как раз-таки, я думаю, отличный вариант вот такие анимированные инфографики. У вас там так много информации. Это очень круто будет смотреться, я считаю. Да, вот я счастлива, что я попала на вашу лекцию. Отлично. Так, тут в чате пишут, пожалуйста. Так, в чате пишут, я еще делаю инфографику, все наши данные были в Word, перевела в Excel, как сделаю, напишу. Отлично, Гульмира, я думаю, что получится у вас.
Нурпери пишет, у меня сайт на другой платформе. Ну, я думаю, в этом ничего нет страшного. Я считаю, что все платформы для сайтов, они похожи. Тем более, если вы давно работаете с вашей платформой, то вы знаете, где какая функция расположена. Вы сможете, по примеру, понять, где у вас находится визуально, где у вас находится текст, немного покопаться. Если же все-таки непонятно на другой платформе, я советую спросить у программиста или именно у того человека, который делал ваш сайт, где находится функция визуальная и функция текстовая, чтобы можно было вставлять код. Спросите именно так, чтобы где найти такую функцию, где можно вставить код какой-то инфографики, какой-то визуальной части, чтобы она отображалась и работала, то есть корректно работала. Спросите именно так. Куда можно вставить код? Так. А можно вам вопрос? Да, давайте. По поводу вот эту же инфографику можно в Фейсбуке размещать? Нет, к Или сожалению. обязательно на наш сайт? Да, я в прошлый раз рассказывала, что мы будем изучать инструменты, онлайн-инструменты, которые предназначены больше всего на сайт, чтобы привлекать внимание на сайт. Но как вы можете такую анимированную инфографику разместить у себя в социальных сетях? Это очень круто, но, к сожалению, такая инфографика, она не копируется и не вставляется в виде картинки на социальные сети. То есть вы можете только сделать снимок экрана, получается, то есть выделить и обрезать ненужный, и только снимет. Он будет не двигающийся, он не будет в динамике. Только снимок. Он будет в обычном, так скажем, просто как инфографика, но она не будет двигаться. Также на прошлом занятии предлагали сделать запись экрана. Запись экрана будет намного сложнее, это будет в виде видео. Но я лично, допустим, не знаю, как делать запись экрана на ноутбуке. Я знаю только, как делать запись экрана на телефоне. Не знаю, как это будет смотреться на телефоне, чтобы можно было сделать запись экрана и чтобы это все двигалось и сохранить это в виде видео. Но я думаю, стоит попробовать сделать запись экрана, посмотреть, как все это работает, в каком формате все это сохранится, какое видео, какое качество видео будет. И только в виде видео можно публиковать в социальных сетях. Вот. У меня на Фейсбуке Спасибо. получилось в виде ссылки. Да, И там внутри заходишь, и там открывается, а так, блин, как картинка некрасиво смотрится. да, то есть картинка Никак тоже, не могу. она такая будет не двигающаяся, это будет неинтересно. Именно суть этой инфографики в том, что она автоматически двигается, и вот это мы видим динамику, как все с чем-то меняется, кто-то встает на первое место, кто-то уходит вниз. Это вот в этом, наверное, прикол этой инфографики. Но если вставлять картинку, то она не двигается, то есть не заинтересует наших читателей, подписчиков. Если вставлять в виде, как сказать, ссылки, то вряд ли кто-то нажмет на ссылку и перейдет. Надо все-таки делать, либо попробовать запись экрана, не знаю, честно скажу, не знаю и не пробовала, как это получится, но давайте как-нибудь потом попробуем. Вдруг получится, в принципе, годно, да, и тогда мы сможем в виде видео это опубликовать в наших социальных сетях. У кого-нибудь еще есть вопросы, и получилось ли у остальных опубликовать через админку нашу инфографику? Я еще раз попробую, но пока у меня не получилось на сайт опубликовать. Мгм. Попробую еще раз. Да, попробуйте. Если вдруг что-то, то вы можете связаться с вашим программистом, тем человеком, который помогал делать сайт. И я надеюсь, он подскажет, тем более он лучше знает сайт, он уже его делал, и подскажет, как корректнее будет публиковать ставить этот код, чтобы он хорошо отображался. Ну, в чате я смотрю, пока вопросов нету, да? Посмотрите, проверить. Да, пока вопросов нету. Я надеюсь, что если у вас больше нет вопросов, то
Я надеюсь, что у вас всех получилось сделать инфографику, как мы сейчас с вами ее делали параллельно. Если у кого-то какие-то проблемы, то, я думаю, вы можете написать в любое время мне. Я вам помогу, расскажу, даже могу снять на видео, как все это делается лично для вас. Или вы можете снять на видео и показать, почему у вас это не происходит. Но если я не смогу вам помочь, то вы всегда можете обратиться к вашему программисту или человеку, который делал вам сайт. Уверена, он разбирается в этом лучше и подскажет, как вставлять скопированный код, чтобы он корректно отображался у вас на сайте, в вашем материале. Ну что ж, коллеги, если больше нет вопросов по... Один есть вопрос, Ага. вопрос. Помните, мы фотографии делали, вот новая и старая? Там Да. же тоже код выдается, тоже, то есть мы ставим так же, да? Да, получается абсолютно так же, как я до этого показывала. Копируем код, который нам выдает сайт, где фотографии было и стало. Также копируем код полностью, заходим к нам в админку и тоже через как сказать, она аналогичная, функции аналогичные. Также мы копируем код, также заходим к себе в админку и вставляем в разделе текст, и она так же, как наша вот эта инфографика, будет отображаться у вас в вашем материале. Аналогичные получается. Везде, где сайт по визуализации вам выдает код, работает так же. Вы копируете код, вставляете к себе в админку в ваш будущий материал, и через визуально вы смотрите, что она отображается корректно или некорректно и так далее. И публикуете ваш материал вместе с этими фотографиями. Хорошо, окей, попробуем. Спасибо. Отлично. Ну что ж, коллеги, мы уже с вами больше часа в онлайне. Я думаю, что можно завершать данный вебинар. Все, у кого получилось, я вас поздравляю, это обозначает, говорит о том, что вы можете уже сейчас опубликовать новый материал на вашем сайте вместе с визуализацией, везде кидать ссылки на ваш сайт, чтобы переходили и смотрели на вашу новую инфографику движущуюся, заманивать их к себе таким образом к себе на сайт для просмотров. Я надеюсь, что те, у кого не получилось, к сожалению, вам стоит обратиться к вашим программистам, чтобы они исправили, возможно, что-то, какие-то настройки на вашей админке, или помогли, подсказали, куда лучше вставить код, чтобы корректно все отображалось. К сожалению, уже вебинар подходит к концу. Мне было с вами очень приятно работать, мне очень приятно от того, что у всех все это получается, и скоро на ваших сайтах я смогу увидеть плоды ваших и наших, и моих трудов. Я буду активно делиться и гордиться вами. Я рада, что этот мастер-класс был вам полезен. Вы всегда можете мне написать в личку или в нашу общую группу. Все новости мы будем также отправлять в нашу общую группу. Делитесь с коллегами. Всегда буду рада, что вы можете помочь вашим помощникам или стажерам, или вообще другим коллегам по другой тематике также показать этот мастер-класс и поделиться, чтобы они могли улучшать свою работу. Тогда я думаю, что в целом мы можем поддерживать друг друга, помогать. И я думаю, это очень круто. Рада, что я была вам полезна. Вы можете мне всегда писать. К сожалению, наш вебинар подходит к концу. Я должна с вами проститься. Поэтому всем удачи в будущих начинаниях. Делитесь информацией полезной и со мной, и с другими, и в группе, и с вашими коллегами. Я желаю успехов в вашей работе. Поэтому всем до свидания. Спасибо огромное, Мадина. Пожалуйста, я рада, что была вам полезна. Всем до свидания. До свидания.